Памятные мероприятия, посвященные 80-летию Владислава Ардземба, продолжились и сегодня. Друзья, сподвижники, коллеги и современники первого президента посетили научно-практическую конференцию Сухумского открытого института, создание которого когда-то Владислав Григорьевич поддержал лично. 97 год, да, в августе месяце, я помню, я хепшись в Валашу, я сидел, Айзера Хаман Годжо, Штазы, Олегу Алексеевна, кафедра ждут клуб. Это сентябрь, значит, вот такое собрание было. И обшпа ухо я илал это зал, а зала чи я илал это студентша, а вайтаз. И халазе, вот шепшваз, сиштех дайнаджи, Валерий Андреевич Ардземба, а успка и на пальце вид своя ичкара, сиштех аджиханцы. Владислав Григорьевич стал основателем всех направлений жизни нашего государства. Вы знаете, то, что создан наш вуз, мы вообще-то никогда и не мечтали, учредители, что это будет отдельный вуз. Мы думали, что это будет вуз в вузе. Но когда Заур Иванович Шалашава сказал ему об этой идее, он сразу дал направление. Он сказал, вы должны быть отдельным вузом, самостоятельным вузом, чтобы дать возможность выбора будущему поколению между двумя вузами, и дал нам путевку в жизнь. После приветственных речей перед собравшимися студентами с интересом, внимающими каждому слову спикеров, выступил соратник и друг Владислава Ардземба, видный государственный и общественно-политический деятель Абхазии, кавалер ордена Ахзапша первой степени Сократ Джинджолия. Сократ Рачевич тепло поприветствовал студентов и рассказал, что первый президент, известный и талантливый ученый, придавал огромное значение именно сфере образования. Владислав Григорьевич придавал огромное значение образованию нашей молодежи. Даже во время войны он запретил призывать в армию ребят, которые обучались в вузах. В России, у нас, вы знаете, какое положение было. Он просто говорил о том, что война же закончится, а нам жить дальше, работать дальше. Самые первые соглашения, которые были заключены между Абхазией и республиками Северного Кавказа, это братские нам республики, там Карачаево-Черкесия, Адыгея, Кабардино-Балкария, до заключения соглашения с Татарстаном и Башкортостаном, куда мы ездили в 1994 году, даже до этого наши ребята уже обучались в вузах этих республик российских. На бесплатной такой основе они взяли на себя такое обязательство. Это была огромная помощь. И он гордился тем, что вот наши ребята учатся. Сократ Джинджолия поделился с молодыми людьми, пожалуй, самыми важными и поучительными воспоминаниями о лидере, имя которого известно каждому жителю Абхазии, а также рассказал о военном времени, предыстории грузино-абхазского конфликта, становлении современного абхазского государства и сложностях, с которыми пришлось сталкиваться в ту пору абхазскому лидеру. Он был открыт и был, так сказать, откровенен фактически со всеми. Строительство государства только шло, и без помощи всех, так сказать, сдвинуть это такое трудное дело с места было очень сложно. Телевидение записывало, когда он выступал перед нами, и он говорил на абхазском языке, он сказал, что когда, говорит, я уезжаю куда-то и возвращаюсь домой, все смотрят, что он принес с собой. Как, говорит, отец уезжает, значит, куда-то на заработки или что-то должен принести, добыть какую-то пищу для своей семьи. Можно вот это, так сказать, распространить это на все наше общество. Так оно и было. Потому что он длительное время водил в командировках в России для того, чтобы решить хозяйственные вопросы.
Также перед студентами Сухумского открытого института выступил ветеран Отечественной войны народа Абхазии, современник и сподвижник Владислава Ардзимба Роин Агарба. Он рассказал ребятам об эпизоде довоенного времени, когда будущий первый президент Абхазии был председателем Верховного Совета и приезжал с делегацией в Турцию. Забавная и теплая история не только вызвала улыбки на лицах студентов, но и подчеркнула значимость той жертвы, которую принес Владислав Ардзимба, ученый, вынужденный стать политиком ради свободы своей родины. Естественно, Владислав хотел увидеть музей мечты своей, музей, Анатолийский музей Древней Анатолии. И Сезай Пабба, еще с какими-то нашими участниками делегации, он попадает в этот музей. Директор музея изъявил сам провести экскурсию. Ну, вы, наверное, помните, да, его докторская диссертация «Мифы и легенды хетов». И этот директор проводит экскурсию. Дошли до конца, значит, там экспонатов очень много, огромный зал. И книгу почетных гостей, значит, Владислав расписался на английском языке и подписался Ардзимба. И сейчас директор вот так увидел это и спрашивает Сезай: слушай, это, говорит, что за Ардзимба? Это он, говорит? Да. Это председатель Верховного Совета, там Абхазии, там все. Говорит, подожди, он родственник, говорит, того Ардзимба профессора? Он говорит, он не родственник, это он сам, говорит. Ему было 44 года всего. И тут этот директор, уже чуть не задыхаясь, вообще-то весь экспонат, говорит, музей построен на его работах. И я ему рассказываю все, что происходило, говорит, в Древней Анатолии. На мероприятии также выступили сподвижник и современник Владислава Ардзимба, ветеран Отечественной войны народа Абхазии Ливард Барциц и вице-премьер республики Вараздат Минасян. А студенты САИ представили многочисленные доклады по широкому спектру тем. Научно-практическая конференция Сухумского открытого института, посвященная 80-летию первого президента, продлится до 16 мая. Рада Чачава и Нала Гухава, Абаза ТВ.